Камбожаб Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 6. Жизнь Лхасы. Часть 34. 5 апреля. А по местному 30 числа второй луны происходило большое религиозное шествие, называемое Сырпрын, по местному произношению Сыртан, то есть золотые четки. Четки эти составляются из 1000 молодых монахов, назначенных пропорционально численности духовенства главнейших монастырей. Получившие назначение монахи за время всего Монлама садятся в центральных рядах, чтобы получить выгоду от вышеупомянутой продажи масла, извлекаемого из чая. Но зачастую вся эта выручка уходит на найм, на прокат хорошего парадного платья, которое бывает или у очень богатых лиц, или у лам, занимающих административные должности. Все они утром сегодняшнего дня собираются во двор Джу, и здесь, на кладовых казначейства, при поручительстве администраторов своих факультетов, получают разные вещи, которые они должны нести во время процессии. Вещи эти – суть различные символические предметы из разноцветной шелковой материи, как джалсаны, победный знак, цилиндр из материи, зонты, рот хорукви, трубы, раковины, барабаны, мандалы, маски разных небожителей, балдахины, изображения слонов, и тому прочее. По мере получения священных предметов всех постепенно ставят друг за другом по улице квартала Джу. После окончания расстановки участников эта длинная вереница гуськом тянется вдоль улиц, которые к этому дню старательно выметаются и посыпаются белым и желтым песком в виде дорожек. Обошедший один раз квартал Джу, процессия тянется через Ютокский мост в Паттали. К ее приходу на лицевой стороне Паттали бывают сделаны необходимые приготовления, а именно на стене растягивается громадное полотно с изображением Будды Шакьямуни и белой Тары, по-тибетски Долгар. У подножья его устраиваются седалища для высших светских сановников. Когда процессия подходит к этому месту, то выступают особые плясуны в масках и подобающем одеянии и совершают танцы, имеющие мистические значения. Народ густой толпой размещается по утесам и крышам домов. Далай-лама, как говорят, смотрит на процессию из дворцового окна. После этого процессия двигается далее и, пройдя под проходным субурганом, обходит вокруг Паттали. Во время этого прохождения провели большого живого слона, на спине которого было поставлено изображение кучи чинтамани, драгоценностей. По-видимому, слон не мог подделаться под такое тихое движение процессии и был проведен мимо идущих гуськом участников быстрым шагом, затем, вероятно, водворен в свой двор. Далее процессия немного отдыхает на северо-восточной стороне Паттали и, обойдя храм Джу-Рамоче, возвращается во двор Большого Джу. Здесь сдают обратно взятые вещи, чем и оканчивается церемония. Процессия кончилась около 2 часов, а началась она в 7 часов утра. Такая продолжительная процессия чрезвычайно утомляет ее участников, в особенности тех, коим приходится нести более тяжелые вещи. Из них достойны упоминания барабанщики. Они несут на спине громадные барабаны,
имеющие диаметр около 1,5 аршина, и во все время процессии должны приплясывать и ударять в эти барабаны. Начало этой церемонии приписывают известному 5-му Далай-ламе, который, как говорят, однажды видел сон, что 1000 красивых монахов в наилучших костюмах с разными драгоценностями и священными предметами обходят Паталу. Он объяснил это внушением богов и затем осуществил сон наяву. 6 апреля. Конец Манлама. Духовенство и его администрация выехали из Лхасы. Только галданские монахи остаются в городе, так как во главе со своим дзонхавинским наместником поклоняются Далай-ламе в его летнем дворце Норбулингха. 10 апреля. В последние дни на базарных площадях и на боковых улицах появилось около десятка мужчин и женщин, по-видимому, низших степеней монашества, рассказывающих религиозные поэмы. Они натягивают на стене дома или забора рисованные изображения святых или Будд. Между ними чаще всего встречаются изображения Падмасамбхавы, известного проповедника буддизма IX века и знаменитого Миларепы, поэта и подвижника XI века. Они помещаются посередине полотна в сравнительно больших размерах, а вокруг них изображаются разные сцены из их биографии. Перед этими картинами ставят жертвенные чашки с ячменью или рисом, а иногда и совершенно пустые. Рассказчик становится подле изображения с железной указкой и нараспев рассказывает подвиги, святости или вообще биографические данные. Тибетцы, как не раз я упоминал раньше, остаются верными своему любопытству, но в данном случае к нему присоединяется еще религиозное благоговение перед святыми, которых восхваляют рассказчики, и потому любят их послушать, причем многие приносят муку цампа, ячмень поджаренный, а более зажиточные местные монеты. Все это кладется в жертвенные чашки перед изображениями и, понятно, поступает затем в пользу рассказчиков. Слушатели обыкновенно стоят, но более усердные просиживают перед рассказчиками целые часы, перебирая четки и вертя ручные молитвенные цилиндры. С наступлением ночи или ненастной погоды рассказчики убирают эти изображения и складывают все в длинный небольшой сундук и, положив его на спину, удаляются на квартиру. Они бывают обыкновенно плохо одетые, и суть, по-видимому, странствующие рассказчики, питающиеся доброходными подаяниями. Мне говорили, что они периодически посещают различные города и местечки Центрального Тибета. 15 апреля. Сегодня я, проходя по городу, заметил у южных ворот второго двора Джу очень представительного, порядочно одетого пожилого мужчину, сидевшего с большой колодой на шее. Колода эта представляла квадратную, 5 на 5 четвертей, доску толщиной около 1,5 вершка, в середине которой проделана круглая дырка, через которую проходила шея преступника. Подле него сидела какая-то женщина, по-видимому, служанка, принесшая ему местное вино. Он держал в руке четки и читал мани. Лицо его имело довольно грустное выражение, и он поминутно выпивал подаваемое ему вино. Необыкновенный вид преступника и необычность места его нахождения заинтересовали меня, и я, подойдя к нему, прочел обычную надпись, приклеиваемую на верхней стороне колоды. В этой надписи было сказано, что он за своевольные проступки по приговору 4 галлонов должен
пробыть в этой колоде 20 дней. Затем должен быть наказан 200 плетями и, наконец, надеть вечную колоду. Из собранных мною дальнейших сведений выяснили следующие подробности. Он из местности Паньюл, Пенбо. В молодости был беден и находился в услужении в одной богатой семье. Со временем он приобрел такую власть в доме, что сделался полным распорядителем имущества хозяев, из коих мужа уже не было в живых. Старший сын их, недовольный его своеволием, искал случай избавиться от него. Поводом к этому послужило, как говорят, то, что он после конфискации имущества и удушения Демохотукты якобы высказал мнение, что Далай-лама и галлоны желали только воспользоваться большим богатством Хотукты. Упомянутый сын донес об этом галлонам, пошло расследование, следствием чего и явился настоящий приговор. 6 июня. Наступившая 3-го дня 5-я луна местного времяисчисления считается здесь месяцем спускания чойджонов, то есть в этой луне чойджоны посвящают свою деятельность этому нашему миру, тогда как в другое время они могут быть заняты в других мирах. Поэтому центральное правительство, монастырские общины и частные лица имеют обыкновение обращаться к прорицателям с просьбой спустить их чойджонов. Следуя такому обычаю, и наша бурятская община монахов Брайбуна решила просить спустить чойджона Гадона завтра, 7 числа. Община обыкновенно соединяет это с устройством своего рода загородного гуляния, свободного от строгого надзора монастырской администрации. Старшины общины пригласили и меня принять участие в этом соединении приятного с полезным. Я же, с одной стороны, заинтересованный случаем поближе видеть спускание одного из больших чойджонов, с другой, желая провести некоторое время вне удушливой атмосферы города, на чистом воздухе, отправился сегодня в сопровождении одного халхасса, монаха, в резиденцию вышеназванного прорицателя. Он живет в монастыре Гадон, который до господства желтой секты был одним из больших монастырей в окрестностях Лхасы. Этот монастырь находится в первой от устья левобережной пади долины Додлун, в верстах в 17 или 18 от Лхасы, и расположен довольно высоко, на склоне горы. Немного не доходя до него, указывает большую яму, глубиной около 6 саженей, а в диаметре около 3. Есть поверье, что она образовалась во время последней войны с непальцами, будто бы от заклинаний последних. Но тибетцы, отыскивая средства противодействия, поставили подле этой ямы субурган, который остановил дальнейшее образование провалов. Конец 34 части. Продолжение следует.